Сегодня в торжественной обстановке вручили 130 сертификатов вынужденным переселенцам из Чеченской республики и пригородного района. Надо отметить, что граждане, получившие документы на собственное жилье, более 20 лет проживали в стесненных условиях. Все хорошо, что хорошо кончается. Сахал, Ялрясхал. Хочу сказать, что те разговоры о том, что кто-то что-то требует, какие-то условия ставит, это неправда. То есть я стояла в очереди и по очереди получила. Никто никаких условий не ставил. Напомню, в 2020 году из Федерального центра Ингушетия получила порядка 1 200 000 000 рублей на выдачу жилищных сертификатов. За все время было роздано около 29 сертификатов. Как отмечают в Министерстве по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии, из-за коронавирусной инфекции эта работа была приостановлена. Мы, конечно, рассчитывали закончить во втором квартале выдачу сертификатов, но, к сожалению, пандемия нанесла определенные корректировки, потому что не работал и Росреестр, и другие организации, которые необходимы справки для выдачи. Вот. Мы надеемся, что в третьем квартале закончим, и как докладывали главе, что в 2021 году мы сможем закрыть все оставшиеся, там, порядка 130 семей, которые остались до конца, все эти, выдать всем людям жилищный сертификат. Было отрадно слышать, что вот подходили люди и говорили, что вот у них никаких не возникало проблем с выдачей сертификатов, они это могли все без всяких каких-то там проволочек и каких-то подобных моментов. Они получили сертификат своевременно, без всяких проблем.